Вы смотрите «Якутия-24». Это итоговый выпуск новостей в прямом эфире. О самых заметных событиях сегодняшнего дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах. Состоялся запуск интернета в 43 населенных пунктах Якутии. Расскажем, какие планы у региональных властей по цифровизации региона. Программа «Дальневосточный гектар» – это право на безвозмездное получение земельного участка. Как воспользовались шансом бесплатно приобрести землю и начать свой собственный стартап жители Дальнего Востока? Сегодняшний день линчане встречают в теплых квартирах и не мерзнут в такую сырую погоду, как установилось в Ленске в этом году. Наш корреспондент побывал в центральной котельной. В Якутске стартовали первые учения МЧС «Безопасная Арктика-2021». Участие в учениях приняли и ученые республики. Расскажем об этом подробнее. Школа-сад готовится к открытию в селе Актемцы Хангаласского района. Наши корреспонденты выехали на место, чтобы воочию видеть, каким может быть пример строительства школы в маленьком селе. В Якутии сегодня в торжественной обстановке состоялся запуск интернета через волоконно-оптическую линию связи в 43 населенных пунктах республики. Каким населенным пунктам будет доступен высокоскоростной интернет и какие планы у региональных властей по цифровизации региона в материале Дмитрия Тымырова. К оптоволокну присоединился еще целый ряд населенных пунктов республики. Сразу в 12 улусах дали старт запуска сети интернет через волоконно-оптическую линию связи. Это большой результат. И это результат самоотверженного труда, в первую очередь, конечно же, работников Ростелекома. Я бы хотел выразить им огромную благодарность в сложнейших условиях и пандемии, и лесных пожаров, которые у нас этим летом были. Они мужественно выполнили свои задачи, преодолели все трудности. Я благодарен компании, каждому сотруднику за надежное партнерство, за нашу общую работу, которая на самом деле дает возможность людям жить в самых отдаленных уголках нашей республики и быть на связи со всем миром. Так, с 2011 года Ростелеком инвестировал в развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона более 5 миллиардов рублей. А по итогам 8 месяцев этого года линия оптоволокна стала доступна в 43 населенных пунктах Якутии. За 10 лет мы подключили 288 населенных пунктов к оптическим линиям связи. Мы дали более 88% населения доступ к высокоскоростному цифровому интернету. В этом году у нас есть 3 пилотных арктических территории, где запустили безлимитные спутниковые тарифные планы для жителей. Благодаря очередному запуску в ВОЛС Хангаласский район стал 4-м цифровым районом республики, где все населенные пункты подключились к сети интернет. Строительство волоконно-оптической линии связи охватило 7 муниципальных образований Хангаласского улуса. Это начиная с села Терпюр до села Исиль и всех заречных населенных, включая доступные населенные пункты. В каждом населенном пункте к оптической линии связи подключены социальные объекты, в том числе объекты почты, образования, медицины и иные учреждения. Отметим, что помимо Хангаласского, цифровыми районами Якутии считаются Нюрбинский, Чурапчинский и Мирнинский. В ближайшее время этот список должны пополнить северные и арктические улусы республики. Могу приоткрыть завесу, что 5-м районом будет Аймиконский. Да, в этом году мы подключаем последний населенный пункт вместе с компанией «Импульс», да, и, соответственно, у нас будет 5 уже районов, которые полностью подключены к интернету. Хочу еще сказать, что мы на Восточно-экономическом форуме обсудили с Ростелекомом подключение Анабарского района. Вот буквально сегодня коллеги подтвердили, что мы из Оленька через Жилинду пойдем в Соскалах и Юрюм-Хая. Это большой прорыв, мы выйдем впервые на Северно-Ледовитый океан и надеемся там на Юрюм-Хая подключиться к Волсу, который пойдет по Сибморпути. В планах руководства региона подключить к интернету Батагая, а также Колыма-Индигирскую группу районов. Таким образом, якутские населенные пункты начинают присоединяться к всемирной паутине интернет. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск.
Руководство Якутии подвело итоги участия на 6-м Восточном экономическом форуме. Так, по словам первого зампреда правительства региона Кирилла Бычкова, Якутия воспользовалась всеми возможностями, которые предлагались. Это обмен опытом, подписание различных соглашений, встреча с иностранными гостями мероприятий и участие на пленарном заседании с главой государства Владимиром Путиным. Якутия в рамках форума обсудила ряд вопросов, касаемых строительства транспортной инфраструктуры, благоустройства территорий и благополучия населения. Подводя итоги, отмечено, что республика качественно выполняет задачи, которые становятся перед регионом. В целом, региональные власти отметили, что Якутия, как и прежде, успешно поработала на полях ВЭФ. На Восточном экономическом форуме особенно важны те совещания, которые проходят с участием президента страны Владимира Владимировича Путина. И вот как он оценивает развитие Дальнего Востока, тоже очень важно для всех регионов. И когда он говорил об окупаемости инвестиций, в первую очередь имелись такие эффекты, которые возникли на данной территории. И на Дальнем Востоке, например, отмечалось, что промышленный рост составил 20% за период 2015 года, вот за все периоды восточных экономических форумов, и это в 2 раза больше, чем в целом в Российской Федерации. У нас в республике промышленный рост за тот же период составил 24%. Восточный экономический форум в этом году прошел после годичного перерыва. И несмотря на это, он все же сохранил статус ведущей деловой площадки. Всего в этом году в нем приняли участие делегаты из 57 стран мира. Одним из нововведений этого года стала площадка, на которой были представлены самые разные бизнес-проекты. Их всех объединила большая госпрограмма «Дальневосточный гектар». Как воспользовались шансом бесплатно приобрести землю и начать свой собственный стартап жители Дальнего Востока, расскажет Дмитрий Тымыров. На этой площадке представлены бизнес тех предпринимателей, которые получили дальневосточный гектар и на нем выстроили свой бизнес. Здесь представлено более 10 таких проектов. Вот, например, в этом павильоне представлен бизнес-проект жительницы Амурской области, которая выстроила свой бизнес на дальневосточном гектаре. Мы сейчас более подробно поговорим с ее хозяйкой. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, и расскажите немного о своем бизнесе. Здравствуйте, меня зовут Агриппина Ануфриев Егоров. У нас на сегодняшний день уже есть свой цех, сыроварня. Открытие официально состоялось 10 марта этого года. Объемы, на которые вышли, они уже очень сильно нас радуют. В ближайшее время думаем, что выйдем еще, будем расширять рынок и будет у нас еще большая мощность. Хорошо. Ну и вообще вот в рамках сегодняшнего форума, насколько активно к вам подходит? Я вижу, вы уже активно их продаете. Сколько продукции вы сегодня здесь привезли и сколько уже реализовали? Это очень сильно радует, покупателям нравится. У нас есть дегустация, пробуют, возвращаются. Мы привезли, должны были работать до 7 числа, но у нас продукция закончится максимум завтра. То есть люди приняли, понравилось, это очень сильно радует. Еще одна интересная идея, как использовать полученный участок земли от жителей из Южно-Сахалинска. Это рыбная ферма. Олег Парапанов получил свой гектар еще в 2018 году. Такой долгосрочный и трудоемкий бизнес не напугал мужчину. Изначально проект уже был готов в голове. Не было земли. Появилась возможность взять. Мы взяли и сделали то, что мы хотели, но сейчас малая стадия – это только развитие того, что есть. Это 2 вида рыб сейчас – это карп и стерлядь. В процессе мы придем к другому. Будет и карп, стерлядь, плюс будет бестеры, там разновидности стерляди. Может быть, если получится, то будет еще форель. На проектную мощность предприниматель планирует выйти уже через несколько лет, а пока занимается его развитием. А вот житель Приморья давно вышел на проектную мощность. Необычные продукты, выращенные на дальневосточных гектарах, уже вывозятся за пределы региона. Открою секрет, у меня не 1 гектар, у нас коллективная заявка на 10 гектаров. На 10 гектарах мы организовали производство. Компания у меня существует с 2007 года.
И дальневосточные гектары это стало подспорьем. Почему? Потому что компания стала динамично развиваться, выходить на новые территории. Юрий занимается изготовлением банных веников. Сегодня его продукция пользуется большим успехом среди жителей всего Дальнего Востока. У меня есть клиенты, которые по запросу делают заявку, и я отправляю либо сборным грузом, либо непосредственно контейнерами в ту или другую часть. Основные клиенты у меня Сахалинская область, Камчатский край, Магадан. Иногда касаемо Якутска, то есть люди сами забирают и вывозят на территорию Республики Саха. По словам предпринимателей, они не сразу вышли на массовое производство. Бизнес наращивался годами. Но по их словам, именно дальневосточный гектар – это шанс построить успешный бизнес, реализовать свою мечту и заявить о себе. Дальневосточный гектар дает возможность любому человеку на каком-то участке земли сделать бизнес. Ну, я по-другому даже не знаю, как назвать. Нормальный бизнес. И было бы желание, и успех придет. И вот в этом году самые успешные проекты были презентованы на Восточном экономическом форуме. Пожалуй, именно эта площадка стала самой интересной и полезной для всех участников форума. Дмитрий Тымыров, Джунстан Иннокентьев, Владивосток, Приморский край. Перейдем к эпидобстановке в республике. 146 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за сутки. В Якутске 82 заболевших, в Мирнинском районе 9, в Амгинском и Чурапчинском по 6, в Намском и Алекминском районах по 5 инфицированных, в Вилюйском, Ленском и Емегино-Кангаласском по 4. И еще в 13 районах зафиксировано от 1 до 3 заболевших. К другим темам. Вот уже несколько лет тепло в дома и квартиры Ленска приходит раньше заведенного срока начала отопительного сезона. Сегодняшний день ленчане встречают в теплых квартирах. Школьникам и воспитанникам детских садов также не приходится мерзнуть, особенно в такую сырую погоду, как установилось в Ленске в этом году. Из центральной котельной города Ленска репортаж Анны Кожевниковой. Центральная котельная, как и все остальные, была запущена накануне вечером. В 18:00 часов тепло поступило во все квартиры и дома Ленска. На начальный период отопления температура в тепловых сетях поддерживается 40 градусов. А вот когда столбик термометра будет опускаться ниже, температура в тепловых сетях, наоборот, поднимется. Так, минус 40 ее нагонят до плюс 70. Минувшая зима дала жару всем, каким бы оксюмароном это ни выглядело. В первую очередь ресурсоснабжающим компаниям Ленска. Но на предприятии тепловых и электрических сетей аварийных ситуаций не допустили. В современных котельных уже более 10 лет установлены газовые котлы. Но старейшие работники застали еще уголь. Было сложнее, конечно, работать сейчас, полегче стало. Наша работа заключается в розжиге котлов, поддерживаем температурный график отопления, то есть на город, и ГВС даем на город. Сегодня котел, снабжающий теплом центр города, работает с производительностью 20 тонн пара в час. А также в системе отопления задействован большой теплообменник. Для того, чтобы в зимний период тепло исправно поступало в дома и соцобъекты Ленска, летом ресурсники основательно готовят все оборудование. Была произведена замена теплообменного оборудования, ремонт текущей капитальной котельного оборудования, насосной группы. Персонал подготовлен, аттестован. Благодаря этим людям, которые остаются за кадром в домах и соцобъектах в центральной части города, комфортная температура и горячая вода. Вечером 6 сентября вся система теплоснабжения была прогрета, для чего температуру подняли на 5 градусов выше графика. А утром 7 сентября жители Ленска проснулись в теплых квартирах, а ученики сели за парты в отапливаемых кабинетах. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. 2000 сеянцев сосны посадили в горном районе. Сотрудники Якутлесоресурса, лесного хозяйства, экологического надзора и ребята со школьных лесничев присоединились к всероссийской акции «Сохраним лес». Сеянцы сосны обыкновенные предоставила компания «Растим лес» из города Хабаровск. Посадка произвелась на территории свыше 2 гектаров на пораженном природным пожаром участке. В 2002 году был большой пожар, лесной пожар. Здесь основная древесная растительность была уничтожена. Так, потом у нас, получается, через 20 лет у нас тут было естественное лесовозобновление. Как видите, пожар этого года у нас уничтожил
подрост сосны обыкновенной. В следующем году весной понаблюдаем, сколько из этих саженцев выживут. Дальше будут ребята наблюдать. Передадим в школьное лесничество участок, поможем оформить. Между тем, весомым вкладом в развитие питомнического лесного хозяйства стала новая редакция федерального закона, вступившая в силу 1 сентября, о внесении изменений в Лесной кодекс России и отдельные законодательные акты. Теперь создавать лесные питомники смогут как государственные и муниципальные организации на праве бессрочного пользования, так и частные лица, взявшие землю в аренду. Закон также затронул и вопросы компенсационного лесовосстановления. О новых правилах игры для компаний и важной роли лесопитомников в материале Айсены Бурнашовой. Новое дерево взамен каждого срубленного. Теперь компании, использовавшие лес, должны не только посадить, но и ухаживать за деревьями в течение 3 лет. Добиться стопроцентного выбытия и воспроизводства лесов поможет и смена локации. Если раньше линейщик так называемый или там лицо, у которого возникли обязательства по компенсационному лесовосстановлению, он мог только на территории того субъекта, где рубил, это делать. Теперь законодательство позволяет ему уходить на территорию других субъектов. Уйти в другие субъекты значит повысить лесистость там, где это крайне необходимо. По данным Рослесхоза, один из самых больших объемов лесовосстановления по России приходится на Якутию. Вот в ближайшее время мы вместе с органами власти субъекта определим объем доступных площадей технически, будем туда направлять и бизнес, и силы самого субъекта для того, чтобы лес восстановить. Добиться качественного и быстрого восстановления лесов, используя улучшенный посадочный материал, невозможно без лесопитомников. Еще в прошлом году в селе Солянка Алекминского улуса был запущен первый в республике пилотный проект. Лесопитомник площадью 4,2 гектара с возможной мощностью 3 миллиона сеянцев в открытом и около 145 тысяч в закрытом грунте. И они могут быть выращены и в самом Алекминском районе, в Ленском районе, в Центральной Якутии, в Ангаласском районе. Они, можно сказать, уже приспособлены для того, чтобы расти в условиях нашей Якутии. После посадки в лесном фонде качественная поросль может быстро образоваться. Спустя 5-6 лет, говорят специалисты. В этом году лесопитомник планирует вырастить и лиственницу даурскую. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Якутск. В Якутске стартовали первые учения МЧС «Безопасная Арктика-2021», которые пройдут в Музее России «Моя история» с 7 по 8 сентября. Участие в учениях совместно с МЧС приняли и ученые республики. Подробнее в материале Саргланы Неустроевой. Главная цель учений «Безопасная Арктика-2021», по словам не только представителей МЧС, но и научного сообщества, это эффективное взаимодействие между учеными и всеми ведомствами, обеспечивающими безопасность жителей республики в период катаклизмов. Так, в рамках учений было привлечено более 40 докладчиков, выступивших по вопросам изменения климата в Якутии, лесных пожаров и мерзлотоведения. Я хочу отметить, что в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина МЧС было поручено организовать комплексные межведомственные исследовательские учения, которые проходят по территории 7 субъектов Российской Федерации, которые включены в арктическую зону. На территории нашей республики они проходят на территории 13 районов. Так, в будущем учения помогут МЧС быстрее реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций. Кроме того, будут отработаны и механизмы их прогнозирования. Вот я сегодня говорил, что спасать и помогать мы научились хорошо. Но надо выходить на более высокую ступень реагирования и стараться предугадывать и предупреждать. Но это о главной цели безопасной Арктики для специалистов. Бонусом же для жителей Якутска стала выставка техники МЧС и ведомственных служб. Здесь каждый смог не только залезть в кабину пожарной машины, но и примерить на себе полное обмундирование спасателя. Значит, здесь представлены машины пожарно-спасательного гарнизона в количестве 7 единиц, 2 единиц ГИМСа и службы спасения Республики Саха-Якутия и также поисково-спасательного отряда. Из стоящей здесь техники на данный момент Ивека, вы видите образец КАМАЗ, они привлекались для тушения населенных пунктов пожаров, которые произошли в Республике Саха-Якутия.
Большой популярностью на выставке пользуются и местные производители. Например, данный вездеход будет правильнее назвать снегоболотоход. Запас хода у такой машины по бездорожью составляет около 400 километров, а стоимость стартует от 1 170 000 рублей. Техника называется правильно снегоболотоход «Сокол». Представлены здесь две модели – «Сокол Про» и «Сокол Плюс». Данные машины в основном применяются в отсутствие бездорожья, как говорится, на территории нашей республики. Конечно, на первом этапе мы выпускали порядка 3-4 единиц в месяц. На данный момент мы добились результатов в 10 единиц в месяц. Тем временем в рамках мероприятий проекта «Безопасная Арктика» пройдут учения при аварийной посадке воздушного судна в аэропорту Тикси и природного пожара в его окрестностях. В целом же на территории задействованных регионов во время маневров отработают 12 сценариев возможных ЧС. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. А в селе Актемцы Хангаласского района готовится к открытию школа-сад. Его строительство стало возможным в рамках нацпроекта образования. Первую сваю здания нового школы-сада заложили в 2019 году. Сегодня работы практически завершены. Наши корреспонденты выехали на место, чтобы воочию увидеть, каким может быть пример строительства школы в маленьком селе. Ульяна Шагина продолжит тему. Мастерская по обработке тканей – вотчина девочек. Сегодня учителя готовятся к торжественному открытию школы. Шьют одежду для выступающих. Говорят, о таком не могли и мечтать. Просторный кабинет со своей примерочной, обустроенный по последнему слову техники. Условия, конечно, в старой школе не очень были. Кабинет маленький был, оборудование старое было, да? А здесь уже как бы все новое. Эмоции переполняют, да? Да, хочется быстро начать работу. Строили ее, как говорится, всем миром. Школа-сад появилась благодаря нацпроекту образования. Но помимо этого свой весомый вклад внесли и выпускники школы разных лет. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим выпускникам, не только которые строили нашу школу, а еще наши выпускники, они спонсировали, да, немалые средства для того, чтобы еще дополнить дизайн и оборудование нашей школы. Петр Заморщиков – выпускник Актемской школы 86-го года. Сегодня он с товарищами собирает мебель для детского сада, внося и свою лепту. Нынче сколько? 35 лет. Когда вы учились, тут, наверное, условия совершенно другие были. Конечно, другие были. Сравниваете как? Земля не было. Дизайн школы выполнен в лучших традициях современных образовательных учреждений. Панорамные окна, просторные кабинеты с удобной мебелью и спецоборудованием в зависимости от обучаемого предмета. Еще один кабинет – это кабинет кулинарии, где девочки смогут научиться готовить, научиться кулинарным азам, а также печь в такой вот духовке различные блюда. В актовом зале также применены современные материалы и шумоизоляция, благодаря чему дети будут профессионально учиться актерскому мастерству, танцам в соседнем зале хореографии. Спортивный зал, библиотека, зоны отдыха и общения, столовая, отвечающая всем санитарным нормам. В общем, придраться не к чему. Есть что посмотреть и к чему стремиться другим коллегам. В честь нового открытия решили менять эмблему и школьную форму. Решили, что школьная форма у нас тоже должна быть другой. И полностью дизайн школьной формы сделали они сами. Сами отработали с родителями, с нами. И мы все согласились и утвердили данную школьную форму. Детский сад на 100 малышей также просторный и светлый. Он прилегает к школе, имея с ней общую кухню для приготовления пищи. Перед садом большая детская площадка. На огромной территории беговая дорожка, газон по периметру. В скором времени появится собственный сквер для учителя. Открытие школы-сада планируется уже в середине сентября. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск.
Завершим наш выпуск новостями культуры. Сегодня состоялся закрытый показ художественного фильма «Без вести», посвященный 76-летию окончанию Второй мировой войны. Кинолента снята по мотивам пьесы драматурга, писателя, киносценариста, заслуженного деятеля искусства Республики Саха-Якутия Семена Ермолаева. В основе сюжета лежит война, то, как многие якутяне не смогли вернуться домой после боя. В сюжете также присутствует мистика. Фильм сняли 4 года назад под руководством ушедшего из жизни автора и ведущего популярной телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии» Александра Борисова. Его творчество в последующем продолжил сын Илья. Прокат якутского фильма стартует 9 сентября в кинотеатрах республики. Он как будто сам с экрана сейчас уже кинотеатров, да, вот, то есть с экранов рассказывает не про себя, как будто. Вот, и тогда, конечно, это было невольно, никто ни о чем не думал, но потом трагические события так сложились. Вот, но для меня вывести до конца этот проект, вывести на экраны, это, конечно, очень важно было. То есть это одна из идей, мне кажется, удачных идей моего отца. И я просто был обязан довести до конца это начатое дело. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте дистанцию в общественных местах. А еще лучше пройдите вакцинацию. Оставайтесь с нами.